Отсчет начала референдума начинается с момента регистрации инициативной группы в ЦИКе. То есть инициативная группа имеет 2 месяца для того, чтобы собрать подписи. ЦИК после этого имеет месяц для того, чтобы посмотреть эти подписи и передать их президенту. И у президента еще 10 дней для того, чтобы ознакомиться с требованиями, так сказать, инициативной группы и принять соответствующее решение. В данном случае было принято решение о назначении референдума. Референдум при этом назначается не ранее 1 месяца и не позднее 3 месяцев. С момента подачи материалов от ЦИКа к президенту. Законы были соблюдены. Поэтому говорить о том, что есть необходимость переноса референдума, правовых оснований нет. Что касается самого закона о референдуме, там говорится, что перенос возможен, если в это время проходят выборы депутатов парламента или проводится голосование по другому вопросу референдума. В других случаях переноса референдума закон не предусматривает. Поэтому говорить о том, что переносить референдум, тем более, что, еще раз повторяю, с момента регистрации инициативной группы уже практически это уже агитация, да? Уже начались сборы подписей и так далее. Это проходит 2 месяца, практически 4-5 месяцев. Поэтому говорить о том, что не было времени или не было возможности для агитации, не совсем будет правильно. Более того, я вам хочу сказать, что я несколько раз говорил, потом мне как-то цитировали не совсем правильно, что закон был принят давно, и он имеет много дыр, к сожалению. Одним из них было и то, что, допустим, вопросы агитации, которые поднимались, что не дают эфирного времени и так далее, и так далее. У нас были предложения по всем этим вопросам, поправки к закону, но начинать поправки к закону после того, как начался сам процесс референдума, мы посчитали, что может вызвать общественный резонанс, поэтому у меня была беседа с руководителями блока оппозиционных сил. Все вот эти поправки, которые были готовы в стенах парламента, я им передал с тем, чтобы они ознакомились и могли бы высказать свое мнение. Но, к сожалению, обратной связи так и не получилось. И вы знаете, что мы внесли только 1 поправку, наблюдатели больше поправок мы не вносили. Скажите, как вы считаете, следует ли вносить поправки о том, чтобы можно было на референдуме голосовать по открепительным талонам без прописки? Вы знаете, референдум больше, конечно, похож на выборы президента, то есть это голосование практически 1 округ. Можно это делать, естественно, можно это делать, но я еще раз повторяю, закон был принят давно, у него не только эта ошибка, там очень много ошибок, его действительно, конечно, кардинально надо менять. Но для этого нужно время и как-то работать с этим законом нужно. Все, что у нас есть, оно основывается на выборах депутатов парламента. При выборах депутатов парламента абсолютно не может быть использован подкрепительный талон, потому что это может повлиять на выборы в любом округе. Можно ли теперь предположить, что уже оппозиция будет призывать к бойкоту референдума, если он состоится 10 Я видел вчера, что они написали президенту, там речи не идет о том, чтобы они объявляют бойкот, там прямо пишут, что просят снять те ограничения, по их мнению, то, что требования они предъявляли, просят снять для того, чтобы не было проблем на референдуме. Насколько я знаю, практически я тоже участвовал в переговорах, когда пришла делегация от митингующих. К сожалению, пока мы разговаривали, уже начались известные нам события. Практически мы там решили все вопросы. По последнему письму речи о каком-то непроведении нету в последнем письме, которое было адресовано президенту. А прокомментируйте, пожалуйста, еще одно требование, это открытие участков за границей. Честно говоря, во всех странах открывают участки за границей для работников посольств, консульств и так далее, а не для диаспоры. Но я думаю, что если патриот Абхазии, у нас референдум за 23 года проходит 2-й раз, выборы президента имеют свой срок и так далее, могли приехать и проголосовать, допустим, выразить свое мнение. То, что касается того, что мы пошли на открытие этих пунктов за границей, было связано, во-первых, с тем, что там много студентов с Абхазии, наверное, им тяжело было приезжать, но не с тем, что диаспора, мы хотели, чтобы диаспора голосовала.
Диаспора должна приезжать и голосовать. Я с самого начала говорил, никогда не скрывал свое мнение, что мы, если хотим государство строить, то все вместе должны строить. Идея референдума, смотря какой вопрос стоит на референдуме, открытого или заявления народа, кто может быть против. Есть вопрос, какой вопрос мы ставим на референдум. Только это. Ставить вопрос, ну, знаете, к сожалению, сегодня, после того, как мы приняли законы, реформирующие судебную власть, сегодня никто не может толковать, к сожалению, Конституцию, поэтому не могут выразить свое отношение к постановке вопроса. Но одна статья Конституции, закон о референдуме не может противоречить Конституции, где определены конституционные сроки президентства, поэтому тяжело выразить отношение. Я не имею права говорить, что оно неконституционно, никто сегодня не имеет права толковать. Мы слишком много выстрадали в этой жизни, наш народ. И для того, чтобы жизнь была лучше, для того, чтобы мы могли говорить о том, что мы создаем сильное европейское государство, я думаю, что мы все должны делать это вместе. Нет у нас неразрешимых противоречий между группами людей, нет их. Кого мы не послушаем, все политики говорят только по одному: о благе народа, о строительстве государства. Так давайте вместе его строить. Для наших детей, для наших внуков, для нашего народа многострадального.